Ты готов еще прославлять? Давай вот за него. Благодарим Тебя, Боже. Аллилуйя, поклоняемся Тебе, Иисус. Мы прославляем Тебя, Твое святое имя, Боже. Аллилуйя. Ты даешь нам силу, Господи. Чтобы идти за Тобой, Боже. Церковь, будем еще поклоняться нашему Господу, Он достоин. Просто закроем свои глаза, поднимем свои руки
И оставим все заботы и возложим на Него. Ты даешь силу, если я утомлен, если потух огонь, ты со мной. Ты даешь крепость мне, если я изнемог, если нет силы встать, ты со мной. Ты даешь крепость мне, если я утомлен, если потух огонь, ты со мной. Ты даешь крепость мне, если я изнемог, если нет силы встать, ты со мной, Бог. Я надеюсь на Тебя, поднимаю я крылья вновь, побегу и не устану, я пойду и не утомлюсь. Я надеюсь на Тебя, поднимаю я крылья вновь, побегу и не устану, я пойду и не утомлюсь. Я пойду и не утомлюсь. Я пойду и не утомлюсь. С тобой. Расправив крылья, я парю без тени страха, покоюсь я в Твоих обетованиях. Ты мир во мне хранишь, Ты силы обновляешь, Ты Бог Эммануэль, всё в руках Твоих. Расправив крылья, я парю без тени страха, покоюсь я в Твоих обетованиях. Ты мир во мне хранишь, Ты силы обновляешь, Ты Бог Эммануэль, всё в руках Твоих. Всё в руках Твоих. Всё в Твоих руках. Всякий, кто надеется на Тебя, Господь. Надеющийся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, надеющийся на Господа. Надеющийся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья,
надеющийся на Господа. Все, Ваня, только на тебя. Надеющийся на Господа. Боже, мы оставляем все, чтобы идти за Тобой. Но надеемся только на Тебя. Ты моя надежда, Господи. На Тебе мое упование. На Тебе. На Тебе. На Тебе. Скажи ему. На Тебе. Надеющийся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья головы. Просто поднимай к нему свои руки, скажи. Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, надеющийся на Господа. Надеющийся на Господа. Он достоин. Превыше силы, превыше царств, превыше славы и всех земных богатств, превыше мудрости и всех путей земли. Великий Бог, владыка всей земли, превыше солнца и всех планет, превыше всех чудес, какие видел свет, превознесенный над небом и землей. И нет пути прекраснее, чем Он. Мир огрек Ты вознес на крест, был распят.
Ötleri baydo Kilbenger dennespe Örkönöy döktü Sirderi sollara Dennesbeden aktar Nangara Hayat çürdü Ayıllı bıbıkta Yürüdük gün fanlıda Sirderi cikinde En ürdük gün Sirdemden Kallamdan da En az pıt solum keretten kere Цветок, растоптанный в пыли, отвержен был, но всех любил превыше всех. Аллилуйя, Господь. Поклоняемся Тебе всей своей жизнью, не только сейчас, не только на этом собрании. Господи, Ты великий Бог в нашей жизни. Мы когда-то провозгласили это, мы приняли Тебя как своего Господа и Спасителя. И вся наша надежда на Тебя, Господи. Отец, мы просим Тебя за каждого человека, кто находится в этом собрании сейчас. Каждый, кто смотрит нас в трансляции, а также за всех людей в нашей церкви, кто не смог прийти или кто в отъезде, Господи, мы просим Тебя о том, чтобы Твоя рука, она была над нашими жизнями, уберегая нас от зла. Господи, веди нас дальше по жизни. Несмотря ни на что, Господь, указывай нам путь. Дай нам понимание, что делать в каждой ситуации, Господи. Пусть не будет у нас сомнения, Господи, но пусть будет твердая уверенность на Тебя. Ибо Ты сказал, что не оставлю и не покину Тебя, Господи. Отец, мы просим Тебя за каждого человека болящего, за всех немощных. И мы провозглашаем божественное здоровье в жизнь каждого человека. Иисус, Ты победил болезни, Ты победил смерти. И им нет места в нашей жизни. Мы принимаем исцеление. Просим Тебя, Господи, пусть это станет реальностью. У каждого, кто сейчас болеет, во имя Иисуса, божественное здоровье. Господи, мы просим Тебя также за все наши нужды, которые есть у нас, Господи, практические нужды, Господи. Кому-то нужно жилье, кому-то нужна, может быть, новая работа, кто-то думает, как поступить. Господь, отдаем все в Твои руки и просим Тебя, Господи, разреши каждую ситуацию. Ты знаешь, Господь, во имя Иисуса. Пусть все разрешится. Пусть каждый сейчас просто проговорит то, в чем ты нуждаешься. Говори прямо к Господу. И, Отец, мы просим Тебя, восполни всякую нужду. Аллилуйя, Господь.
Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя также за нашу церковь, Господь. Новый сезон наступает с сентябрем, как новый учебный год. И новый сезон для церкви, Господь. Я просто верю в это, что Ты ведешь нас из славы в славу. И так много всего происходит, Господи. И я прошу Тебя, Господи, мы просим Тебя о том, чтобы поднимались новые люди. Те служения, которые Ты носил в сердце, может быть, и Ты долго лелеял и говорил, что вот это было бы хорошо. И Господь, Он проговаривает к тебе. Просто немедли. Начни в этом году. Сейчас время благоприятное, сейчас время хорошее для этого. Господи, пусть все будет из славы в славу. Поднимаются новые служения, пусть они, те, которые мы начинали, пусть они развиваются. Пусть во всем будет Твое водительство, Господи. Все, что мы не делаем здесь, делаем во славу Твою, Господь. Отдаем все в Твои руки, Господь. Ты усмотри. Я прошу Тебя, Господи, также за всякое устроение. Прежде всего, Господи, дай нам быть в мире друг с другом, Господь, чтобы не было никаких конфликтов, Господь. Все мы разные люди, с разным темпераментом, с разным прошлым, Господь. Но у нас одно настоящее – это Ты, Господь. Ты великий Бог. Если Ты говоришь каждому человеку, и Ты говоришь разные вещи, но у Тебя есть один общий план для церкви. И мы просим Тебя, Господи, чтобы этот план, он стал реальностью. Не наша воля, но Твоя да будет в этом, Господь. Дай нам быть частью Твоего великого плана, этой большой картины, которую Ты творишь, Господи. Господи, мы просим Тебя за наше прославление, Господь, во имя Иисуса, Господи. Пусть они еще больше растут, и количественно, и качественно, Господи. И те планы, которые есть по устройству сцены, по устройству вообще всего, как вести, Господи, пусть они состоятся. Благослови их каждого. Господи, благослови каждого из них в их повседневной жизни, Господи, чтобы ничто не мешало им служить Тебе, Господи. Кто учится, Господь, сделай так, чтобы все получалось и оставалось время на репетиции. Кто работает, Господи, благослови также, чтобы все, что не делали, все, к чему не прикасались, все состоялось, все было успешно, и чтобы было время быть здесь, поклоняться Тебе, чтобы было время на репетиции, Господи. Устрой так, чтобы могли собираться вместе. У всех разное расписание на работе, Господи, но сделай так, чтобы они могли быть здесь. И мы просим Тебя, Господь, чтобы у них был один дух, один Бог, как написано. Было одно помазание, Господи. И мы просим Тебя, наполняй их Твоим помазанием, Господь, чтобы просто как сосуды, они переполнялись, и это помазание, которое накрывает их, оно истекало дальше в церковь, дальше в город и в республику. И просто несло Тебе славу во имя Иисуса. Пусть будет так. Также мы просим за всех, Господи, поднимай людей, которые будут говорить и проповедовать со сцены, Господи. Мы нуждаемся также в этом. Господь, все мы разные, и Ты по-разному нас используешь, Господи. Просто наполняй людей, поднимай кого-то, Господи. Аллилуйя. Через кого Ты будешь говорить Слово Твое в назидание. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. И мы просим Тебя, Господи, также за все церкви в республике, в городе в нашем и по всему Дальнему Востоку, Господь. Благослови. Так же, как и у людей, у всех церквей есть свое помазание. И все мы, но мы все часть одного тела, тела Христова, Господи. И, может быть, выполняем разные функции, Господи. Поэтому мы просим Тебя, благослови пасторов в церквях наших, Господи, в нашем городе, в республике, по Дальнему Востоку. Просим Тебя также в особенности за наш союз, северо-восточный, Господи. Благослови епископа нашего, Господи. Благослови всех пасторов. Аллилуйя, Господь. На все воля Твоя, Господи. Аллилуйя. Дай нам быть просто послушными Тебе, слышать голос Твой, исполнять волю Твою, Господи. Дай нам силы и укрепи нас, чтобы идти в этом. Аллилуйя, Господь. Вся слава да будет Тебе, Господи, в наших жизнях. И все сказали? Да будет так. И еще раз доброе утро!
У нас опять произошло чудо умножения во время прославления. Давайте мы поблагодарим прославление наше. Хорошо было? Слава Богу! Было круто. И я думаю, что будет еще лучше. Я верю в это. Что это только лишь жалкое начало. Из славы в славу. Как бы здорово это ни звучало. Это имеется в виду не означает, что сейчас было жалко. Было круто. Но по сравнению с тем, что будет, аллилуйя. У нас не так много детей, но они все-таки есть. Давайте мы не будем нарушать нашу добрую традицию. Мы помолимся за всех детей и подростков. Все, кто есть здесь, можно позвать всех детей с первого этажа. Приходите, выходите сюда. Давайте мы помолимся за вас. Дети, подростки, можно выходить. У нас последнее воскресенье в этом месяце или нет? То есть у них уже 1 сентября на носу, да? Оно уже не на носу, оно уже вообще, вот оно уже, да? Давайте мы благословим всех детей. По шагам у нас кто-то еще подтягивается. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка нашей церкви, за всех, кто немногочисленных, кто здесь сейчас присутствует, а также вообще за всех людей, за всех детей, кто в нашей церкви, но их сейчас нет здесь. Господи, где бы они ни были, что бы ни делали, мы просим Тебя, благослови их, как мы их благословляем, Господи. Благослови всех школьников на этот предстоящий учебный год. Господи, пусть они все будут готовы. И кто еще не готов, Господи, благослови. Есть еще несколько дней, чтобы у каждого все было. Была форма, была обувь, были учебники, было все усмотрено, Господи. Ты усмотри. Господь, усмотри учителей, усмотри друзей школьных, окружение, с кем они будут. Господи, я прошу Тебя, пусть у каждого будет хорошее окружение, будут надежные друзья, на кого можно положиться, и кто будет положительно влиять на их судьбу. Господи, просим Тебя также за всех наших дошколят, кто, может быть, еще не ходит в садик, и они ищут, Господи, усмотри просто, чтобы было место, чтобы могли ходить дети в детский сад, и усмотри также там воспитатели, вообще все. И просим Тебя, Господи, пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их от всякой болезни. Сезон опять, говорят, гриппа идет, и коронавирус вроде бы никуда не делся. Но мы уповаем на Тебя и провозглашаем защиту крови Иисуса над каждым ребенком нашей церкви. Даже если попадет инфекция в организм, провозглашаем, что не причинит никакого вреда во имя Иисуса Христа. Пусть это будет реальностью в жизни наших детей. И все сказали аминь. Аминь. Хорошо, дети. Можно проходить, и я думаю, что у нас в ближайшее время мы начнем полноценные детские служения, как они у нас были, потому что, если вы заметили, мы практически закончили, да, вот, грязные работы, то есть красить стены и всякое такое, это уже не очень грязные работы по сравнению с тем, что было. Вот, вы заметили, что у нас плитка появилась? Кто заметил? Немногие заметили. Вот пойдете, обратите внимание. Хорошо. Провокационный вопрос. Кому понравилось? Да, я всех запомнил, кто поднял руку. Молодцы. Я шучу. Знаете, на вкус и цвет товарища нет. Как бы, да, и как бы ты ни делай, все равно найдется кто-то, кому не очень понравится. У нас у всех разные вкусы. Вот, но, знаете, хочется вериться, что я, по крайней мере, искренне так считаю, это лучшее из того, что было. И еще и за такие деньги. То есть мы купили в 3 раза дешевле, чем изначально планировали, потому что вот эта плитка, она стоила всего лишь 1100 за квадрат, а изначально мы планировали покупать почти по 3000, 3 с лишним, поэтому я считаю, что прям слава Богу, хорошо, и главное, квадратура нашлась, которая, нам, наверное, достаточно. Вот, и мы потихонечку продвигаемся в этом плане, слава Богу. Но прежде чем я не знаю, у нас будут еще какие-то объявления или нет, у нас немаловажная часть служения
это хлебопреломление. На самом деле это великое таинство, которое совершает церковь с момента своего создания, да? С момента того, когда даже еще церковь, она не началась. Вы знаете, когда Иисус, Он на Пасху собрался со своими учениками, прежде чем, это была последняя, да, вечеря, прежде чем Его схватили, и вечеря это ужин, да, то есть тогда была такая традиция, и Он взял хлеб, Он его разломал и сказал, что это тело мое, которое будет за вас, да, истязаемо, ломимо. Он разлил им вино, вернее, в кубок в один, да, благословил и сказал, что делайте все это в мое воспоминание, что это кровь моя, которая пролита за вас. И если наш Господь, в которого мы верим, Иисус Христос, нам заповедал это делать, то что мы должны делать? Мы должны это исполнять. И что бы ни происходило в церкви на протяжении более 2000 лет, каждое воскресенье, может быть не каждое, у нас традиция, да, как бы раз в месяц мы делаем, но не переставала церковь исполнять это никогда. И мы сейчас будем делать то же самое, да. Единственное, что я бы хотел сказать, это имеет смысл все, если ты принадлежишь Иисусу Христу, если ты принадлежишь Его телу. Если ты никогда не молился молитвой покаяния, ты не принимал Христа как своего Господа и Спасителя, ты не каялся в своих грехах, ты не просил Его стать твоим Богом, и ты не принимал водного крещения, то это не имеет для тебя никакого смысла. Сначала ты должен принадлежать телу Христову, да? И потом ты уже делаешь это как часть Его тела, в Его воспоминания, и провозглашаешь это и для духовного всего мира, и для просто внешнего, что я принадлежу Христу. Также много еще вещей. Ты напоминаешь себе, в том числе, что я спасен. И я спасен, и имею надежду на то, что моя жизнь, она не закончится здесь. Просто вот так, да? Но у меня есть надежда на будущность. Что вот эта земля, это не мой дом. Я просто здесь временно, странник, да? Ты напоминаешь себе лишний раз, потому что мы живем в этом грешном мире, и у нас так бывает много проблем, которые наваливаются. Ты забываешь, и бывает такое, знаете, как написано, что дьявол, он приходит для того, чтобы убить и погубить. И вот прежде всего, что он приходит? Он делает? Написано, что он лжец. Он начинает тебе лгать. Что? А может, ты не получил спасение? Как-то вот там, может быть, ты как-то, вот слова ты не очень четко проговорил, может быть, ты вот как-то там не слышал, а может быть, ты вот там чего-то наделал, и вот оно как бы потерялось у тебя. И когда ты вот совершаешь причастие, то есть причастие, ты провозглашаешь, что я часть тела Христова. Нет, я ничего не потерял, я принадлежу Ему, и не потому, что я такой красивый и хороший, а потому что Он это сделал. И от меня вообще ничего не зависит. От меня зависит только то, что я выбрал один раз, и все. Но спасение я получил не из-за своих заслуг, а по благодати. То есть это дар, бесплатно. Аминь. Мы сейчас мы помолимся, благословим этот хлеб, это вино. Мы будем принимать причастие. И давайте это будем делать достойно, вспоминая о нашем Господе Иисусе Христе, что Он совершил для нас на кресте. Хорошо? Еще раз, если вы не принимали крещение, вы не принимали Христа, то вам лучше воздержаться, спокойно оставайтесь на своем месте. Но если вы принадлежите Христу, если вы принимали крещение, нет никакой причины, почему вы не могли бы не принимать причастие. Если у вас приходит какое-то обличение и там что-то, вот я там чего-то там наделала, есть время, покайся в этом. И написано, что Он, будучи верен и праведен, простит нам все грехи наши. И все. И Он не вспомнит больше. И
после этого ты можешь спокойно. Нет ничего. Это дьявол, он лжет, что ты недостоин, что ты еще что-то. Но мы никоим образом не умаляем его жертву. Если ты отказываешься, если ты принадлежишь ему, но ты не принимаешь, ты тем самым говоришь, что все, что сделал Иисус, этого недостаточно. Я чего-то там не заслужил. Понимаете? Но скажи, достаточно. Все, что Он сделал, этого достаточно. Его кровь, Его жертва, она совершенная. Этого достаточно. Не надо ничего там улучшать, ничего делать. Просто нужно принять, и все. Аминь. Давайте мы поднимемся на наши ноги. И мы благословим этот хлеб и это вино. И также вот с правой стороны можно будет выходить и потом по этим рядам возвращаться. Хорошо? Чтобы был порядок просто. И здесь сюда подходить к столу. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Иисус, за Твою жертву. Благодарим, что Ты отдал Себя за нас, что Ты исполнил до конца этот великий план Отца, Бога Отца, по спасению всего человечества. За то, что Ты стал жертвой за нас, за меня, что Ты искупил меня от всех грехов. Мы принимаем этот хлеб и это вино в Твое воспоминание. Благодарим Тебя. Мы освящаем этот хлеб и провозглашаем, что это тело Твое, которое было ломимо за нас. И мы освящаем этот сок и провозглашаем, что это кровь Твоя, которая была пролита за нас. Принимаем все это с благодарностью, вспоминая о Тебе. Аминь.
Аллилуйя. Слава Богу. И буквально пару минут, все-таки у меня такое вот желание, давайте мы встанем и подойдем к кому-нибудь. Поприветствуем друг друга. Просто как-то вот у нас все-таки разбилось. Подойдите как минимум к 3 человекам. Желательно тех, кого вы не знаете, видите первый раз. Обязательно подойдите хотя бы к 1 такому. И скажите что-нибудь доброе, хорошее, благословите кого-то. Как мы детей благословляем, вы знаете, но это же не только на детей действует. Мы можем благословлять друг друга. Те добрые слова, которые вы говорите в жизнь друг друга, они имеют силу. Аминь. Кто верит в то, что наши слова, они имеют силу в духовном мире? Скажи что-нибудь доброе. Провозгласи. Нечего сказать, скажи, что как хорошо ты выглядишь, или будь здоров. Это благословение. Аллилуйя. Хорошо, прежде чем мы перейдем к слову, к сегодняшнему, потому что у меня есть что сказать, чем поделиться. У нас немаловажная часть служения – это десятины и пожертвования. Если вы первый раз в церкви, и вы не знаете, зачем и почему, не переживайте, не делайте ничего такого, чего вы не понимаете. Но если вы не первый раз, вы знаете, зачем и почему, я ободряю вас, я не могу вас лишить такой привилегии пожертвовать. И да, можно ведра уже эти, звучит так ведра пустить, наши емкости. И также можно сделать пожертвование в электронном виде. В нашей группе есть реквизиты, номер карты, куда можно также сделать перечисление. Пусть Господь, Он благословит каждого из вас. Слава Богу, мы как бы вот договорились, мы нашли деньги какие-то, чтобы вот купить плитку, но и мы потихонечку рассчитываемся, но мы все еще должны строителям. И вы знаете, возникла такая идея, у нас остается плитка, вот как бы от того, что мы практически хватает на еще 1 кабинет. И на складе вот здесь там есть как раз 9 пачек еще. И если их выкупить, докупить, в смысле целых, то мы сможем сделать еще и в одном кабинете полностью, покрыть все керамогранитом. И возникла такая мысль, а почему нет? Почему бы нам вместо линолеума не сделать там керамогранит? Понятно, что это гораздо дороже в плане работы. То есть раскатать линолеум, это даже я, наверное, по крайней мере, катнуть его я смогу. Как бы, да? Но класть плитку это 800 рублей за квадрат. И слава Богу за тех строителей, которые также соглашаются, и они терпеливо ждут. Как бы, да, они ждут, и мы им каждую неделю потихонечку возмещаем. Вот. Но я все, знаете, почему я хочу как можно быстрее закончить ремонт? Я вам открою тайну. Потому что тогда мы сможем заняться оформлением сцены. Мы можем купить свет, мы можем заняться музыкой и вот сделать что-то здесь. Это, конечно, тоже важная часть там, да? Но вот у меня прямо горит желание, вот пока у нас какая-то вот движуха идет в прославлении, и все, вот, знаете, надо заниматься этим. Вот. Потому что нам много чего нужно, нам нужны, если вот просто перечислять. И все, что касается света и звука, это всегда деньги. В смысле, если кажется, что строительные работы, они дорогие, когда говоришь про звук и свет, а если еще это качественный звук и свет, то это переходит границы приличного вообще иногда, кажется. За что? Вот. Но нам нужны, знаете, мы хотим сделать подзвучку барабанов, потому что, я вам раскрою такую тайну, когда вот здесь певцы, вот они стоят, вы заметили, сегодня их вперед вот как бы выдвинули. Почему? Потому что там они, во-первых, не очень хорошо смотрятся, во-вторых, они вообще там ничего не слышат, особенно те, кто стоят рядом с ударной установкой. Ну, потому что если она в зале хорошо слышна, там она вообще замечательно слышна. Поэтому нам нужно загородить ее,
и сделать подзвучку. Нужны микрофоны. Минимальная цена на микрофоны, на барабаны, она 50 тысяч рублей. Чтобы сделать загородку, это тоже в районе 40-50 тысяч. Это вот просто только чтобы начать. Как бы, да. Потом нам нужны ушные мониторы. То есть вот чтобы вот этого у каждого было вот здесь персонально в ухе. Это тоже недешево. Как бы, да, приблизительно так же. Нам нужен свет. Нам нужен новый пульт, чтобы вот это не стояло здесь, но чтобы у нас звукооператор сидел в зале, который все это делал. Вот, и кто-то скажет, зачем это вообще все? Неужели так, как бы, ну, ненормально? Как вы считаете? Неужели наш Бог, Он недостоин этого? Неужели мы сами не можем сделать? Оно, конечно, можно собраться вокруг костра в лесу и петь под гитару. Как бы, да, ну или там, не знаю, под что-то. Но в здании с хорошим ремонтом, в тепле, в Якутии гораздо удобнее. Да? А если в этом здании еще хороший свет и хороший звук, я верю, знаете, что у нашего Бога, у Него стандарты. Помните, как было в храме? Вот вообще в чем суть, вот, например, вот даже слово, да, святой, это отделенный, да, для Бога. И вот все предметы в храме, которые употреблялись для служения, они были только для этого. Потому что Бог, Он достоин лучшего. Это была серебряная, золотая посуда, да. Все, что использовалось в богослужении, оно было отделено. Это было лучшее. Поэтому я верю, что наш Бог, Он достоин не просто там какого-то хрипящего микрофона, да, но Он достоин того, чтобы был качественный звук. Чтобы люди приходили сюда и не смотрели, это что тут за самодеятельность какая-то. Но они приходили, и у них челюсть падала вниз, и они говорили, как вообще такое возможно? Городишко небольшой, ну для кого-то, да? Какое-то захолустье, и так круто. У нас уже как бы неплохо. Но я верю, что Бог, Он достоин лучшего. Аминь. Поэтому Господь пусть благословит каждого из вас, кто дает. Вот. Ну и, конечно, я уже сколько говорил про это ковровое покрытие, что мне даже неудобно. Уже, знаете, но мы вместо этого сделали ремонт на первом этаже, что тоже, слава Богу. Как бы, да, стены уже более-менее. Вот, но вот все-таки сцена, она меня как минимум сцена. Вот она у меня просто чернеет белым пятном, если так можно сказать. Вы понимаете, о чем я? То есть ты стоишь, и она белеет у тебя, да? Поэтому хотя бы на сцену нам нужно ковровое покрытие. Это 150 тысяч рублей. Легко, как бы, да, за материал без работы. Вот. Чтобы хотя бы сделать сцену. И я надеюсь, может быть, Господь даст, если вы дадите, расположит сердца, Он все усмотрит. В эту зиму мы сделаем. Если нет, то будем закрывать приоритетно. Небольшой отчет, я надеюсь, вас не утомил, но я думаю, что вам интересно вообще, что происходит, какие планы, на что тратятся деньги, куда что уходит. Вот у нас на это. Также я вам хочу сделать еще раз такой анонс. Но мы еще, у нас это не последнее воскресенье. 11 сентября у нас здесь будет пастор Сергей Кульман из Хабаровска. Вы его уже знаете, он уже здесь был. И был неоднократно, но совсем недавно просто он у нас был. Я думаю, что мы, скорее всего, сделаем также несколько собраний. Может быть, у нас будет собрание в субботу, может быть, пятничное вечером, в субботу и в воскресенье будут собрания. Как бы, и поэтому оставайтесь на связи в группе. Новый учебный год уже к тому начнется времени. Дача уже, я надеюсь, картошку вы уже выкопаете там и всякое такое. Ну, потому что 11 сентября. Там обещают дожди к этому времени, поэтому не тяните. Делайте вовремя. И я верю, что, знаете, когда я отделился, как вообще я позвал вот пастора Кульмана. Помните, когда вот недавно, когда вот он приезжал, у меня такая мысль пришла просто, вот, ну, вернее, не мысль, а прямо вот пригласи Кульмана. Что, зачем, почему, я вам, помните, рассказывал? Я до этого, другой пастор из Хабаровска должен был к нам приехать, и я смотрел, билеты были дорогие, а здесь я посмотрел, билет стоит 3500. Это не какой-то субсидированный, не какой-то там, ну, это просто обыкновенный билет. Это было вот еще у меня лишнее подтверждение, что... И когда я спрашивал, а зачем, почему, и вот там, знаете, и тоже был ответ для этого. И я думаю, что и он наполнился, и церковь что-то получила, судя по всему. Еще помните, я не знаю, я с вами делился, мы когда собирали целенаправленное пожертвование на то, чтобы благословить пастора Сергея, знаете, мы тоже собрали больше, чем обычно.
И не просто больше, чем обычно, но в 2 раза. Ну, как бы там не такая прямо, кто-то думает, что там такие суммы, но нет. Ну, я удивился. Я думал, что мы что-нибудь от церкви добавим. И просто это было еще одно подтверждение, что это было от Бога. Знаете, вот такое вот отовсюду. И я думаю, что... Чему это? Это такой вот анонс. Что когда он здесь будет, знаете, он двигается в пророческом служении, в том числе. И когда он будет, я просто вас ободряю. Знаете, кто принимает пророка во имя пророка, тот и получит дар пророка, да, как от пророка. Это к тому, что, знаете, он иногда сам тоже, он такой, он не будет там ничего. Но если ты к нему пристанешь, скажешь, попророчествуй мне или еще что-то скажи, знаете, ну куда он денется? Как бы, почему вот именно по отношению к нему, может быть, кто-то не знает, я быстренько скажу, последний, с этим закончу. Вы знаете, когда-то давно пастор Сергей приезжал, он, по-моему, первый раз, когда он приехал в Якутск, я еще не был здесь пастором, но я уже долгое время какой-то проповедовал, Андрей Манжосов был пастором. И помните, я рассказывал эту историю, мы еще собирались на 1-м этаже, 2-го этажа у нас здесь просто лежал утеплитель, и мы запустили только 1-й этаж, у нас было свежо так, ну, микрофон, по крайней мере, примерзал к рукам, как бы, да, руки замерзали, когда настолько у нас было прохладно. Вот, и закончилось собрание среди недели, и я использовал каждую возможность для того, чтобы заниматься, когда кто-то приезжал, потому что, ну, больше никого не было, я занимался какими-то своими делами. И вот он приехал, меня никто не представлял ему, я ему вообще ничего не говорил, я не знал, кто это. Ну, вернее, я знал, кто это, но мы лично не были знакомы. Он не знал, кто я. Я приехал для того, чтобы забрать свою семью после собрания. Я пришел, и все стоят в очередь к нему на пророчество, вся церковь. Я супруге говорю, что ну поехали. Ну давай ты тоже встанешь, чтобы тебе пророчествовали. Я попытался вперед очереди там пролезть. Мне сразу сказали, очередь там начинается. С этого. Я встал как бы, и получилось так, что я вообще самый последний. Уже там 9 часов вечера, Сергей там проповедовал, вот, и представляете, вся церковь приходила, он еще, ну, как-то он молился долго, всем что-то пророчествовал, так качественно, в общем, к этому заданию подошел, и он уже весь уставший, тоже измочаленный. И я подхожу к нему последний, и мы ни разу не знакомы, он не знает, кто я вообще. И он мне говорит, что я вижу, что ты идешь с посохом и постоянно пытаешься от него избавиться. И уже до этого бросал его, сначала шел, потом бросил его, потом опять поднял, и опять идешь, и у тебя ничего не получится, ты не сможешь от этого избавиться, в общем, это для тебя. И мне все стало сразу ясно и понятно, и до этого вот Андрей, и потом через какое-то время, вот Андрей уже предложил и сказал, что ну, ему нужно было уезжать во Владивосток. Я тогда уже все понял. И когда мне предложили стать пастором, здесь в церкви я очень долго не хотел, я вообще себя в этом не видел. Но я к чему это все говорю? Что для меня этот человек особенный, потому что пророчества они бывают разные, но бывают такие, которые вот попадают так, и поэтому у меня к нему вот такое отношение, знаете. То есть я могу сказать, что вот если вот он... Иногда, знаете, люди как-то подходят и говорят, вы тоже должны понимать, что это же не автомат какой-то, и он не будет ничего выдумывать, если ничего нет. Но если Бог ничего не говорит, ну, как бы и не говорит, значит, вот сейчас. Поэтому не надо тоже от человека ожидать, что вот он там, ну, не говорит. Больше мне ничего такого он не говорил. Хорошо. Я вас не утомил еще? Так много говорю всего. Сегодня мы, прежде чем сейчас перейдем к слову, прочитаем место Писания, которое мы не так давно на самом деле, вот этим летом, я проповедовал из этого места Писания, мы брали те же самые стихи. Но сейчас я бы хотел, и мы тогда говорили о молитве. Это Евангелие от Луки, 22 глава, 39 по 54. Сейчас немножко больше прочитаем. И я не буду даже пересказывать, что там и как, вы все поймете. Но поэтому, если что-то будет перекликаться, я знаю, что совсем недавно мы брали эти места, но проповедь сегодня про другое. Тогда мы говорили про то, что, знаете, молитва это не просто какая-то волшебная штучка, что ты вот ее прочитал как мантру какую-то, да, или там заклинание какое-то, и все сразу преобразилось, да. Но сегодня речь пойдет о другом. Итак, Евангелие от Луки, 22 глава, с 39 по 54 стих. «И выйдя», это про Иисуса говорится, да, «пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его.
Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, то есть на расстояние брошенного камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, и впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. И проповедь сегодняшняя называется «Власть тьмы». Реальная история. В одном зоопарке был отдельный павильон, куда можно было зайти и посмотреть на тех тварей, которые обитают ночью. То есть даже если днем ты туда заходишь, было такое фойе, где, то есть было отделено от основного помещения. Ты заходишь, сначала группа, она собирается, потом полностью выключается свет, открываются двери, и ты заходишь дальше почти в полную темноту, и там все вокруг, в общем, летает, ползает и так далее. Где такое, как есть подсветка, чтобы было видно, кто там вообще обитает. И вот одна женщина, она пришла в этот, солнечный день, летний. Ты заходишь туда сначала, все приготовились, выключили свет. Дальше она проходит в это, почти полная тьма, ничего не видно, глаза еще привыкают. И тут какая-то маленькая рука, явно ребенка, хватает ее. Она смотрит, стоит маленький мальчик, она к нему наклоняется и говорит: мальчик, ты чей? Он говорит: я ваш, пока свет не включили. Знаете, что я хочу сказать, что многие люди, они не очень себя чувствуют, когда тьма, она опускается, да? Особенно дети, они известны, да, вот есть такая у них тенденция, такое поведение, кто-то боится вообще темноты, ночнички включают детские, да, чтобы они спали. И я сам как-то вот по себе, не очень хорошо, вот вроде бы уже взрослый, уже вырос когда-то, знаете, но иногда когда-нибудь где-нибудь на охоте в лес выйдешь в тайгу, когда полная тьма, и ты смотришь на все, как-то, не очень как ты себя чувствуешь, так что-то как-то поеживаешься. Хочется зайти обратно где-то, в свет. Особенно если ты один, как-то, совсем неуютно. И люди часто боятся темноты. Потому что, вот я по себе могу сказать, потому что, не видно, что там. Неизвестность какая-то, да, волнение, неопределенность какая-то. Все это не способствует какому-то уверенному состоянию. И более того, даже просто отсутствие солнечного света, оно на физическом уровне влияет на человека, да. Вот есть такой, психологи говорят, я не буду вдаваться в термин, да, там какой-то вот синдром, это вот когда недостаток солнечного света, вот особенно люди, которые живут вот за полярным кругом, мы очень рядышком к полярному кругу. У нас хоть и нет полярной ночи, да, но короткий очень световой день зимой. И часто, когда люди, которые вот подвержены на физическом уровне, у тебя просто каких-то элементов не хватает, люди, они склонны к депрессии, когда нет солнца, когда постоянно нет света,
Все это способствует развитию депрессии. И текст, который мы сегодня прочитали, последний стих, да, вот Иисус, Он обращается к тем людям, которые пришли Его схватить, да, арестовать. И Он говорит, что я каждый день, это 53 стих, я с вами бывал в храме, и вы не поднимали на меня руку. Но теперь ваше время и власть тьмы. Есть власть у тьмы. И эта власть, вот это вот неопределенности, беспокойства, страха, вот это вот и есть власть тьмы. И когда, знаете, в жизни каждого человека бывают такие времена, когда наступают темные времена. Когда ты не можешь контролировать обстоятельства и что-то, то, что происходит в твоей жизни. И во время этих темных времен, да, ты часто не знаешь, как поступать и что делать. И тот текст, который мы сегодня прочитали, знаете, вот, темные времена, чувство безнадежности, которое может наступить из-за этого. Даже у Иисуса это было, да? Имеется в виду вот такие вот, ну смотрите еще раз, да? 22 глава, то, что мы читали, 42-44 стих. Здесь говорится о том, как Иисус, Он молился, говоря: «Отче» или «Отец, о, если бы Ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». И Он знает, да, Иисус, Он Бог, Он вездесущ, и Он знает, что произойдет. Он знает, что через несколько часов Он предстанет на суде, да, перед Понтием Пилатом. Его будут допрашивать. Потом Пилат, он прикажет, чтобы его схватили, да, его секли. Но он будет избит римскими солдатами. Потом ему дадут вот этот тяжеленный крест, ну, представьте, да, бревна, который ему нужно будет, когда тебя высекли, то есть кожа, она, ну, как правило, не остается целой. И тебе нужно было тащить это ему вверх, в гору, да, на Голгофу, гора называлась, да. И потом там его положат на этот крест, его прибьют гвозди сквозь руки, сквозь ноги, и потом крест поднимут, чтобы поставить. Он все это знает. И потом он 6 часов там минимум провисит на этом кресте, пока он не умрет. И он все это знает. И неудивительно, что он просит: Отец, если только возможно, пусть вот это все, оно обойдет меня стороной. Если возможно только, пусть вот эта чаша, она минует меня. Если только это возможно вообще, если есть какая-то возможность. И неудивительно, что у него пот, как капли крови были. Вы знаете, я совсем недавно узнал, что есть медицинский термин вот для определения. Это очень редчайшая, ну даже не патология, это не болезнь, да, как бы, называется гематогидроз. Есть также синонимы. Это гемидроз, там, кровавый пот называют. И на самом деле, ну, редкое очень. Но есть минимум 30 случаев, которые описаны. Еще с Леонардо да Винчи, если кому интересно, можно вот это посмотреть. И суть в чем? Что вот потовые железы и те, ну, вы знаете, да, у нас есть потовые железы на коже. И капилляры, и кровеносные сосуды, вот, которые окружают, которые подходят, они лопаются и пропускают кровь, которая смешивается с потом и как бы выходит. И, ну, это реально как бы есть. Да, вот смотрите, я вам просто взял определение со словарей.
гематидроз или также гематогидроз. Симптом трофического поражения стенки сосудов, патологическое состояние, при котором пот смешивается и просачивается на неповрежденные участки кожи в виде жидкости розового или красного цвета. Наблюдается при сильном психологическом напряжении, страхе, некоторых деэнцефальных расстройствах, прогрессивном параличе. Что я хочу сказать? Что для Иисуса вот это вот время, это было темное время, время кризиса, если так хотите сказать. Он знает, что вообще произойдет. Он так сильно переживает, да, что у него вот начинается вот это, да, он так сильно молится, и у него такое стрессовое состояние, что у него сосуды лопаются, да, и кровь, она проступает вместе с потом. И это ситуация, которая его окружает, вы вдумайтесь только на минуту. Он Сын Божий, и это ситуация, которую он не может изменить. Ситуация, которая не только касается его, но касается вообще всех, которая затронет всех людей вокруг него. И он столкнулся вот с этим кризисом, и он вынужден делать что-то, да, для того, чтобы справиться вот с этой тьмой, с этими обстоятельствами, которые он не может изменить. И то, как он это делает, может послужить примером для нас, когда мы сами сталкиваемся с нашими личными проблемами в жизни, когда у нас наступают темные времена. Вы понимаете, да? Для чего мы это смотрим? Он как пример для нас. Если у Сына Божьего были такие ситуации, не Он ли для нас пример, как поступать нам, когда в нашей жизни, в личной, наступают темные времена? И я как бы вижу вот здесь, да, мы можем выделить 3 основных принципа, как справляться с подобными ситуациями, которые ты не можешь изменить и которые наваливаются на тебя, и что делать. Есть ситуации, которые можно исправить, но бывает такое, что ты ничего не можешь поделать. И смотрите, сначала, да, первый принцип, 40 стих, ну и в 46 потом, то, что мы читали. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это он ученикам своим говорит, да? И потом в 46 стихе он снова повторяет им. Он приходит, они спят. И говорит: и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И вы знаете, для меня удивительно было, когда я вот размышлял над всем этим, за кого Иисус сказал молиться ученикам? Что Он сказал? Он не просил: не молитесь за меня, чтобы мне. Он говорит, что вы молитесь, я просто смотрел в современном переводе, там даже прямо написано, что молитесь, чтобы вам не впасть в искушение. Он не говорит, что вот мне там предстоит такое: молитесь за меня, братья и сестры, там, чтобы мне пройти все это, да. Он говорит: вы молитесь за себя, чтобы вам не впасть в искушение. Какое искушение вообще? О чем он говорит здесь? А искушение заключается в том, что ты начинаешь чувствовать, что Бог оставил меня. Когда ты начинаешь думать, что Бог забыл обо мне, Он не помнит обо мне, или я, может быть, не забыл, но Он оставил, нет помощи сейчас обо мне, никакой от Него. Вы, многие, наверное, переживали, вот, если, например, у вас ребенок в доме, да, вы ложите его спать, и он, например, если он в отдельной комнате, и ребенок боится темноты. Вот бывает, он раз проснулся, темно в комнате, что происходит? Не слышу я. Ну, боится, плачет, и дальше что он делает? Он бежит к родителям, как правило, к маме в постель, там, куда, к любому взрослому. Вот он проснулся, там, может быть, он там будет кныкать, но он сразу ищет взрослого, да, какого-то. Маму, папу, где он, у кого. Ищет взрослого. Это то же самое, как вот этот вот мальчик, про которого
история была в самом начале проповеди, я говорил, который в темноте незнакомую тетеньку схватил, и она ему говорит: мальчик, ты чей? Пока свет не включили, я ваш. Нужен кто-то, да, постарше, побольше, кто возьмет на тебя ответственность, и как-то, уже не так страшно становится, да? Я вот уже взял его, все, я в домике. Потому что взрослый, да, он как бы в глазах ребенка, он представляет вот такую силу, власть, которая может преодолеть тьму. Удивительная вещь просто, что когда ты становишься старше, в один прекрасный момент, я просто помню это в своей личной жизни, ты вдруг обнаруживаешь, что ты единственный взрослый. И как-то бегать и кого-то хватать за руку, как-то не работает. И тут уже на тебя смотрят, что ты взрослый, и ты возьмешь на себя ответственность, да? Я как-то приводил такой пример, реальный из жизни. Один психиатр, он рассказывал, как к нему женщина ходила на консультацию, он приводил такой пример, и она говорила ему: в моей жизни, кажется, вообще ничего не работает. У нее дочь погибла, муж ей изменял. И еще она узнала, что она вот-вот потеряет работу, что ее должны уволить. И он слушал ее, и он говорит: а вот во времена кризисных ситуаций вы к кому обращаетесь? Куда вы идете? Она говорит: да ни к кому, я сама по себе. Она говорит, что лучшее слово, которое меня может охарактеризовать, это «я одинока». Вот в этом заключалось то искушение для учеников, что ты будешь думать, что я одинок. Он говорит: молитесь, чтобы вам не спасть в искушение. Потому что когда мы становимся взрослыми, мы начинаем забывать, что есть кто-то и побольше нас в комнате. Есть кто-то, кто побольше и этой темноты, и этих проблем. Вы понимаете, да, на кого я намекаю? Ты не одинок, хотя ты и взрослый, все на тебя смотрят, но есть кто-то и покруче. Знаете, еще одно откровение, которое я получил, когда я готовился к этой проповеди. Это просто, давно я такого не получал. Сейчас поделюсь с вами. Все вы знаете место такое, Филиппийцам 4 глава, и 6-7 стих. Говорится следующее. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Круто, да? Не заботьтесь ни о чем. Я такой: в смысле? Как? Я иногда не понимал, как можно не заботиться-то вообще? Куча же проблем в жизни. И вы знаете, я никогда не смотрел, что написано чуть-чуть выше. 5 стих. Перед этим мы прочитали 6, 7. И вот смотрите, 5. Там про кротость, но это предыдущим. А потом точка, да, стоит. Там кротость будет ваша известная, точка. Дальше. Господь близко. И потом он говорит: не заботьтесь ни о чем. Почему? Да потому что Господь близко. Не заботься ни о чем, Он рядом. Ты не один, ты не оставлен. Но что? Всегда в молитве, в прошении говори, что тебе надо. И Он, будучи верен и праведен, все сделает. И даст мир, который превыше вообще всякого. Поэтому не заботься, да потому что Господь близко. Я всегда эти стихи видел, а вот это предложение, которое перед этим, знаете, оно в контексте, оно все логично тогда. Почему не заботиться? Да потому что Господь, Он рядом. Господь близко, Он взрослый в этой комнате, которого ты можешь схватить в темноте, когда она окружает тебя. И Он хочет, Он возьмет тебя за руку, Он тебя не бросит, не скажет: кто ты такой, отойди от меня. Но если я забываю, что я не единственный взрослый в комнате,
тогда тьма и власть тьмы, она может одолеть меня и мою жизнь. И поэтому что мне нужно? Мне нужно протянуть свою руку или свою ручонку и схватить его за руку. Особенно, когда становится темно. Каким образом? Как я могу взять Бога за руку? То есть первый принцип, нам нужно помнить, что Бог, Он близко. А второй, каким образом мы берем Его за руку? Через молитву. Как здесь написано, что всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Знаете, молитва – это вера в действии. Это акт того, что ты веришь, что Бог, Он силен ответить. Ты Его просишь уже, ты не забыл про Него, ты к Нему обращаешься. Он тот парень взрослый в комнате, и ты просишь Его. Вот пока свет не включили, я твой. Ну, я вообще твой, даже когда включат. Ну, вы понимаете, да? Но молитва, она вот в этом заключается, что ты доверяешь Ему. Сам по себе акт того, что ты просишь кого-то, он уже в этом выражается, да? Это провозглашение, молитва, провозглашение того, что у Бога есть сила, способность провести тебя через эти темные времена. Еще раз, Луки 22 глава, то, что мы читали, давайте с 41 по 44 стих. «И сам отошел от них на расстояние брошенного камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что молитва Иисуса, она не изменила ситуацию. Он понимал, что ему предстоит, и он молился: Господи, если только можно, пусть это все мимо меня пройдет. Но это не изменилось. Да? Он все равно пережил все страдания. Он не был избавлен от проклятия закона. И он не был избавлен от Божьего гнева на кресте, да, потому что он был замена за нас, за людей, за грешников, за все человечество. Та боль, которую Иисусу предстояло, да, испытать, это не только физическая боль, но также ментальная и духовная, да. На кресте Иисус, Он понес наш, да, пострадал за наш грех. Он понес наказание за нас. И вот тот ужас, он понимал, вы осознаете же, да, что он прекрасно знал, что ему предстоит пережить. И поэтому он молился. Но его молитва, она не изменила результат. Ему все равно пришлось пройти через все это. Ему все равно пришлось пройти через все испытания. То, что его били, гвозди забивали. И в конце концов смерть. Зачем он тогда молился? Зачем молиться-то тогда? Если обстоятельства, они не изменились. Ничего не поменялось. Помните, я как-то уже приводил этот пример, как один человек сказал, что если бы мы были там и мы наблюдали это, кто-то мог бы сказать: вы посмотрите, еще реального кризиса в его жизни нет, он только знает, что ему предстоит, а он уже там весь молится, и как бы аж пот у него кровавым становится. То ли дело ученики. Спят спокойно. Само спокойствие, никаких проблем. С кого пример надо брать, да? Че суетиться? Но, когда настал час, Иисус, Он прошел все испытания до конца. Все, что Ему предстояло. И у Него
Бог Отец дал ему силы для этого. А те 3 учеников его, они все разбежались в разные стороны. Более того, один из них еще и 3 раза отрекся, говорил, да не знаю я его. Кто такой? Через свою молитву, да, Иисус, Он искал не решение, ну, если возможно решение, Он говорил, что если возможно, пусть, да, но не моя воля, но твоя будет. Но Он искал умиротворение, спокойствие для себя и силы, чтобы пройти все это. И Он получил это, да, написано, что ангел пришел и укреплял его. Еще раз хочу, чтобы вы обратили внимание. Ангел пришел, и он не выхватил Иисуса и не избавил его от всех проблем. Он не решил все там его вокруг. Он пришел, и он укреплял его для того, чтобы он прошел все это. Кто-то может сказать, ну и что это за молитва такая? И зачем она нужна? Я-то думал, как бы, ну, если у меня там темные времена в жизни наступают, хотелось бы иметь что-то более весомое, чем вот такое вот ободрение, укрепление. Хотелось, чтобы как-то обстоятельства менялись вокруг, да, как бы. Что-то реальное, что я могу потрогать, на что можно опереться. Знаете, Кристина, выключи свет, пожалуйста, вот здесь у меня на сцене. Ну, у нас оттуда свет светит, здесь еще подсветка есть. Но вы представляете, если, например, у нас не август, а февраль, у нас здесь гораздо темнее, мы выключаем. То есть суть в чем? Если наступили в моей жизни темные времена, свет погас, представьте, что здесь мрак. Каким образом вот я могу, что я могу? Я могу пойти и включить свет. А что если я не знаю, где этот выключатель? И если вот он погас, и у меня препятствия какие-то в темноте, я не вижу, как дойти. Как я могу зажечь этот свет обратно? Я погрузился во тьму. Что я могу сделать? Я могу попросить, Кристин, можно обратно включить? Вот представьте, там погасло, а здесь я прошу, да, я обращаюсь. Кристина, пожалуйста, включи свет. Свет включился. Почему? А потому что я попросил. Помните то, что мы читали филиппийцам? 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Просите у Бога, открывайте перед Ним, потому что Он близко, да? И тогда что? «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Когда ты и я, мы сталкиваемся с темными временами, нам нужно обращаться к Богу и просить Его: Господи, включи свет. И потому что мы просим, Он их включит обратно. Обстоятельства не может быть там как-то, но светло станет. Тьма, она уйдет. Для кого-то вообще смысл есть в том, что я говорю? Знаете, для этого мира, может быть, это не имеет никакого смысла. Так обстоятельства-то не изменились. Чего ты улыбаешься? Ты посмотри, что происходит. Но когда мы обращаемся к Богу, приносим свои желания, открываем Ему, и мы знаем, что Он рядом, Он обещает, что Он обратно свет включит, чтобы у нас был мир. Итак, первый принцип, да, когда у тебя в жизни темные времена, это помнить, что Бог, Он рядом. Бог рядом. Второе, это взять Его за руку через молитву, да? Обратиться к Нему, открывать Ему. Ну, Бог же все знает, что Ему просить буду. Это так же, как вот с детьми бывает. Ну, вот Он может все сделать, но нужно, чтобы ты попросил.
а не так, чтобы он догадывался. Поэтому не заботьтесь ни о чем, но открывайте ваши желания пред Богом. Итак, второй, мы берем его за руку в молитве. И третий принцип из этой ситуации, то, что можно вынести, это верить, что у Бога есть власть и сила, чтобы провести меня через эти темные времена в моей жизни. И посмотрим на 41-42 стих, то, что мы читали. «И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». Внимание, дальше. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Он молится следующими словами, да: «Не моя воля, но твоя да будет». И вся его молитва, вот он открывает все свои желания. Отец, вот если только возможно, можно я как-то вот мимо всего этого? Можно меня это все минует? Я не хочу через это проходить. Но потом он говорит, что не моя воля, но твоя во всем этом будет. Он подчиняется, да, встает под власть Бога Отца. Он признает, что у Бога может быть другой план. Да? Что Иисус здесь говорит, что мне не нравится вообще то, что будет происходить. Если можно только, пусть это пройдет мимо меня. И на самом деле я даже не хочу этого делать. Это выше как бы вообще любых человеческих сил, да, когда ты знаешь, что тебе предстоит и как ты будешь умирать. Кто в трезвом уме, как бы, да, согласится или добровольно пойдет на это. Поэтому он не хочет, и он говорит, что если можно, пусть это пройдет мимо меня. Но потом он говорит, что бы ни было, я доверяю тебе, что ты проведешь меня, что твой план, он как бы будет исполнен. Не моя воля, но твоя да будет. Каждый из нас, мы должны верить в то, что у Бога есть план какой-то для твоей жизни. Большая картина. Есть общий план. И иногда там могут быть какие-то страдания. Его можно иногда тяжело понимать. Иногда может быть страшно. Но есть план и есть причины, которые стоят за этим, да. И даже в темные времена, когда неизвестность, боль, они окружают нас, Он все равно может это сделать частью своего большого плана. Знаете, я просто хотел бы сделать вот кое-какие пояснения. Часто люди, они говорят, что вот что-то произошло с человеком, или произошло в его жизни, и они говорят, что на все есть свои причины. Я не знаю, что люди имеют в виду, но часто кто-то намекает, что, знаешь, Бог, Он стоит за этим. Вот это Бог, Он вызывает вот это. Вот все, что там происходит, да, ничего не происходит без Его ведома. Знаете, опасность вот такого размышления в том, что вот мы живем в греховном падшем мире. И я убежден, что многие вещи, которые происходят в нашей жизни, они не происходят по воле Божьей, но они происходят либо по нашей глупости, потому что мы принимаем неправильные решения, либо они происходят по злой воле других людей, убийцы, насильники. Они никуда не делись, они здесь тоже живут с нами в этом мире. Этот мир, он падший. И их злая воля, она никуда тоже не делась. И моя вера, она не делает какой-то вот такой, знаете, волшебный силовое поле такое, что вот все, ко мне теперь никто не под... Да нет, мы живем в этом вот реальном мире, когда люди со злым умыслом, они могут причинить тебе боль. И не все, что происходит, это происходит по воле Божией. Нет. Но Бог говорит, что это все равно не имеет значения. Когда что-то произойдет, даже если произойдет что-то плохое в твоей жизни, и не по воле Божьей, а по злому умыслу других людей, Он все равно может это обернуть во благо и сделать это частью своего большого плана для тебя.
Римлянам 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот это как раз об этом. Ты любишь Бога? Здесь призван ли ты по Его изволению? Это что значит? Принадлежишь ли ты телу Христову? Вот он. Ты добровольно стал, ты принадлежишь телу Христову, ты любишь Бога. Тогда Бог может обернуть все, что происходит в твоей жизни, тебе во благо. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, здесь не говорится о том, что все, что происходит, это хорошо, что это все благо. Не. Многие вещи, которые происходят, это вообще не благо, это катастрофа. Здесь не говорится, что все вещи, которые происходят, они все от Бога. Вообще не говорится об этом. Но здесь говорится, что бы ни произошло, Он может повернуть ситуацию так, что все будет способствовать во благо, если мы смотрим на большую картину, да? На общий план. Потому что то, что Иисус, Он был схвачен, мучим, распят и убит. Это же хорошо, что ли? Вообще не хорошо. Хотел ли Бог? Бог ли это сделал? Нет. Но Он использовал это во благо в каком смысле? Мы все получили спасение. Это был большой план по спасению всего человечества. Вы понимаете, да? Для нас это было во благо. Но на первый взгляд оно вообще так не казалось. Но Бог, Он может взять любую проблему, любую ситуацию, которая происходит и которая даже не по твоей воле возникла, но по злому умыслу других людей, еще по каким-то причинам, и повернуть ее во благо в твоей жизни, потому что у Бога есть план. И из-за этого, из-за того, что мы верим, что у Бога есть план, молитва, она дает нам силу, чтобы пройти через темные времена, которые могут возникать в нашей жизни по воле других людей, по воле там обстоятельств, еще чего-то. Вы понимаете? После того, как Он помолился Иисусу в саду, что произошло? Вот пришли те люди, которые Его схватили, да? Которые Его арестовали. Сначала Иуда подошел, Он поцеловал Его. И посмотрите, Иисус, Он все прекрасно знает, и Он понимает. И что Он делает? И Он ему говорит спокойно. Ну, спокойно, говорит, поцелуем предаешь Сына Человеческого. Он его знает, да? Он ему спокойно говорит в лицо. К солдатам он или к этим людям обращается, говорит, а что вы там вооружились-то, палки похватали и коли, я что, бандит какой-то, что ли? Вы меня 100 раз видели там в синагоге, никто что-то из вас такого рвения не проявлял. Что вы тут воруете? Он спокойно с ними разговаривает, да? Потом, когда Петр отрубает ухо, там, рабу этому первосвященническому, он говорит, да успокойтесь все, уберите все, он его исцеляет. Он действует абсолютно спокойно, да? И потом он позволяет, чтобы его взяли, его увели на суд, и потом вот это все мучение и смерть от злых людей по злому умыслу, которые действовали. Неправедно его осудили, да? Как он мог вообще это позволить? Как он мог так спокойно и уверенно пойти осознанно на пытки и на смерть? Потому что он доверял, что у Отца есть план, и что Он проведет его через эту тьму, которую Он сказал, что вот настал ваш час, теперь время тьмы. И он знал, что ему нужно пройти через эту тьму, пострадать, умереть, быть похороненным. Для чего? Для того, чтобы он потом мог встать из этой могилы, чтобы он воскрес. Потому что вот эта смерть, это не конец истории. Он все это прошел, потому что он знал, что есть план, что он должен пройти через все, через это, и потом он воскреснет.
Вы знаете, я как-то у одного проповедника такую интересную мысль видел. Он как бы говорил, что Бог часто вот действует подобным образом вот в жизнях людей или в нашей жизни. И вот этот проповедник, он назвал это смерть видения. И он объяснял это, вот, знаете, вот как, что если взять вот практически все великие люди в Писании, да, Бог им дает какое-то видение, дает обетование, что ты будешь великий, что там будет то-то и то-то происходить там и так далее. И потом происходит смерть этого видения, когда вообще одна разруха и никаких намеков на то, что происходит. Но потом происходит воскрешение. Потом происходит воскрешение. Авраам, Бог дал ему видение. Ты будешь отцом многих народов. У тебя будет сын. В принципе, даже можно сказать, что смерть видения была сначала с Сарой, да. Он как бы верит и ждет, и она уже старенькая. И уже сейчас у нас есть медицинское образование, которое говорит, что уже все, она не могла иметь детей, потому что у нее уже все женские процессы закончились, то есть там уже не осталось яйцеклеток. Но, да, потом он получает сына. Все-таки. Воскрес. Потом опять что происходит? То есть для Авраама даже, наверное, дважды, сейчас только мне это пришло. Потом ему Бог говорит, принеси сына своего в жертву. Вот это уже конкретно смерть. Тот Бог, который сказал, что ты будешь отцом, я дам тебе сына, и говорит, принеси этого сына в жертву. И он идет, да, и потом что происходит? Бог дает замену, снабжает его, да, там, дает ему ягненка, что вот он будет, жертва, да, и он получает своего сына назад. Иосиф, Бог дал ему видение, ты будешь великим человеком, тебе придут и поклонятся вообще там все, и там семья твоя, и братья твои. И потом что происходит? Крах просто всего видения. Он сначала в рабстве, потом еще и в тюрьме. То есть не просто в рабстве, а еще и в тюрьме. А потом что происходит? Потом происходит воскрешение его видения, Бог ставит его, и он становится вторым человеком в царстве после фараона. Моисей получил видение, что он будет спасителем своего народа, что он выведет его из рабства египетского. И он жил с этим, да, как бы, когда молодой был. А потом что произошло? Ему пришлось бежать, и он 40 лет скитался по непонятным где-то местам. 40 лет. Жизнь целая. И казалось бы, какой там великий, куда он кого выведет. И сам он косноязычный, двух слов связать не может. И потом Бог его отправляет к фараону. Происходит воскрешение вот этого видения. В прямом смысле Бог, он как бы воскрешает его из мертвых, да, чтобы он встретился лицом к лицу с фараоном и вывел народ израильский из Египта. И снова в Библии, знаете, вот эта повторяющаяся тема. Люди, наполненные видением, обетованием Божьим, их одолевает тьма, неудачи в жизни вообще. Казалось бы, все пропало вообще, все потеряно. И не просто это какое-то мимолетное, да, вот, посмотрите, годами, десятилетиями. Но потом Бог все поворачивает в их жизни во благо. Какая бы ситуация ни была. Когда Моисею вот дали, он получил это, да, что ты выведешь, ты будешь спасителем Израиля. И он убил потом вот этого египтянина, да, из-за которого ему пришлось бежать. Бог ли ему сказал, был ли это вообще? Что бы он ни делал, вот он сам по своей там. Но Бог повернул все во благо все равно потом. И так же, как Бог это делал для них, Он может это сделать для тебя и для меня в наших жизнях. Это настолько важно вообще, что если посмотреть на сам
на само послание о нашем спасении, это содержит те же самые элементы, знаете, вот как бы вот крах видения сначала, крах его и потом воскрешение. Я поясню. Римлянам 6 глава с 1 по 5 стих. Павел пишет следующее. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Нет, никак. Смотрите, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Умерли, воскресли. Мы служим Богу надежды, Богу света и Богу воскрешения. И у нас есть дар Божий, который этот мир, он не может понять. И он не может дать ничего даже близко сопоставимого с этим. У нас есть способность проходить через темные времена, когда есть власть тьмы, с уверенностью. Потому что Иисус, Он включает нам свет. Он свет в нашей жизни. Аминь. Давайте мы поднимемся. Отец Небесный, Господи, Господь, все, что говорилось, говорилось не для красивого словца. Это не упражнение в какой-то, не знаю, ораторском искусстве риторики. Господи, мы просим Тебя, чтобы это просто было реальностью для каждого из нас. Чтобы мы помнили, когда наступят трудные времена, когда наступят темные времена в жизни кого-либо, что есть выход, и Ты давал пример нам в этом, что Ты близко, что мы можем обратиться к Тебе в молитве, и что Ты можешь дать силу нам и провести нас через любые трудности, через любые невзгоды. Господь, я прошу Тебя, пусть это осознание и Твоя сила, она будет с каждым из нас. Не дай нам забывать это, дай нам практиковать это, Господи. Дай нам помнить, что Ты всегда рядом, Господи. Дай нам прежде всего иметь привычку обращаться к Тебе, а потом уже предпринимать какие-то действия. Во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Я бы хотел сказать, что все это не имеет никакого значения, если ты не принадлежишь Иисусу Христу. Потому что если Он не твой Бог, то все, что я сейчас говорил, это просто пустые слова. Если у нас есть кто-то в зале, кто хотел бы принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, если есть кто-то, если вы ни разу не молились молитвой покаяния, я могу с вами помолиться. Есть у нас кто-нибудь? Музыкантам уже можно выходить сюда. А то вы там стоите, мнетесь. Да, вот сюда к сцене я сейчас спущусь к вам. Круто. Вот сюда можно вас попросить выйти, чтобы стол не мешал? Вы пока буквально еще минуту дайте нам, хорошо? Я кое-какие объяснения сделаю.
Давайте мы все глаза закроем и вместе помолимся. Хорошо? Повторяйте. Отец Небесный. Говорите громко, чтобы слышали себя сами, своими ушами, хорошо? Я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. И я прошу Тебя, прости меня. Прости мне все мои грехи. Очисти меня. Сделай меня белее снега. С этого момента измени меня. Измени мою жизнь. С этого момента будь моим Богом и моим Отцом. Веди меня дальше по жизни. Я доверяю Тебе. Аминь. И аминь, это будет так. Давайте мы поприветствуем наших братьев и сестру. Можно мы за вас еще помолимся? Просто как благословение такое. Хорошо, и я просто знаю, что давайте мы помолимся. Хорошо, все вместе просто благословим. Отец Небесный, Господи, просим Тебя, благослови нашего брата и нашу сестру во Христе, как мы их сейчас благословляем. Господи, мы просим, что вот эти первые дни хождения с Тобой, их жизнь, она реально изменилась, чтобы они переживали встречу с Тобой. Говори им, научи их слышать голос Твой, и пусть в их жизни будут чудеса. Я провозглашаю восстановление отношений. Я провозглашаю исцеление во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим исцеления от всякой аллергии во имя Иисуса Христа. Чистая кожа, божественное здоровье во имя Иисуса. Нормализуются все процессы в организме во имя Иисуса Христа. Все, что вызывает раздражение, что вызывает аллергию, все успокаивается и приходит в норму. Пусть это будет так во имя Иисуса. Господи, пусть будет радость в их жизни. Необъяснимая радость. Господи, пусть они действительно увидят, что в эти дни что-то меняется, что-то произошло в их жизни. Окружи их заботой. Пусть будет так. Аминь. Аминь. И у нас, к сожалению, у нас есть люди, которые обычно что-то рассказывают, говорят, но их сейчас нет, потому что у нас лето, кто-то уехал в отпуска, еще куда-то. Но вот у нас есть молодежка, где такие, как ты, в том числе собираются, и там реально круто. Если что, ты можешь спросить каждое воскресенье. У нас сегодня будет молодежка? Сегодня не будет, да? Вот она всегда есть, но сегодня ее не будет. Да, но скорее всего в следующее воскресенье мы обычно здесь, если это, там много именно молодых, до 20, то есть там 17, 16 и так далее. Поэтому приходи, можно пообщаться с такими людьми. Аминь. И давайте мы Господа прославим. Хорошо, можно. Проходите. Я поздравляю вас.
забуду я, как ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море расстелил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Знак тебя — это облака дневное, огонь ночной. Бог, иду я за тобою. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Пошумим! Ты со мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня ты в землю обетования. Теперь я не забуду о силах пою твоих, навек поглощена свет победою любви. Ты за мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня ты в землю обетования. Теперь я не забуду о силах пою твоих, навек поглощена свет победою любви. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу, надеюсь, не сильно вас задержали, чуть позже сегодня закончили. Господь вас благословит, пусть на эту предстоящую неделю мы потихонечку начинаем входить в ритм. Я верю, скоро у нас начнутся чаепития снизу, тогда можно будет кому-то остаться, кто хочет, потому что у нас преображается все потихоньку. А так, с миром Божьим, до свидания, добро пожаловать в следующее воскресенье. Внимание!
в 11 часов. Хорошо? Не в 11:30. Все, Господь вас пусть всех благословит. До свидания.